Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Итак, у нас основная карта недели — девятка жезлов. И вот для козерогов будет, скорее всего, очень сложно выбрать, каким путем идти, какой профессией заниматься, каким способом зарабатывать деньги. В общем, вот момент выбора будет очень важен. Кроме того, карта говорит о том, что вы тут слишком перегружены ответственностью, как будто бы все на вас. И, может быть, вы сами не хотите этой ответственностью делиться, может быть, другого выхода нет. И вот это состояние, что на вас вот именно давят обстоятельства и в общем, та ответственность, которую вы на себя взяли, вот это может быть сложно, да? Кроме того, девятка жезлов — это у нас карта, связанная с достижениями каких-то наших желаний. Карта говорит о том, что желания могут исполняться частично, планы осуществляться частично, то есть где-то 50 на 50. Также карта говорит о том, что, может быть, будут важны вопросы, связанные с путешествиями, да, то есть вот, допустим, что-то не решается, вот то, куда хотели бы поехать, нет возможности, приходится выбирать то, что есть, да, ехать туда, куда можно. Кроме того, здесь может быть вопрос, связанный с какими-то, может быть, иностранными партнерами, да, заграничными партнерами. Может быть, тоже какие-то здесь сложности есть. И, в общем, все это давит немножко, да, то есть вроде бы вы привычный человек к тому, чтобы справляться со всеми трудностями, сложностями, но все-таки это нелегко. Давайте посмотрим, чего больше всего это будет касаться. Но, скорее всего, здесь у нас касается именно привычных каких-то дел. То есть нет возможности проявлять активность там, где мы привыкли. А по-новому мы еще не знаем как. То есть что-то из старого нужно выбрать одно, да, и действовать. Вот, а по-новому как, мы еще не знаем. В этом сложность, в этом проблема. Кроме того, здесь может быть какая-то ситуация выходит из-под контроля, и мы не знаем, как реагировать. Это может касаться, кстати, и отношений в том числе. Давайте посмотрим, что же все-таки у нас здесь в отношениях будет происходить у козерогов. Пятерка мечей говорит о том, что, опять же, мы тут в одиночестве противопоставляем себя своей семье, своему партнеру и так далее. И вот эта карта все-таки кризиса, когда мы стараемся, знаете, защититься там словами, да, когда мы можем, кстати, критиковать сами, когда мы можем отражать критику своего партнера. Вообще пятерка мечей — карта довольно-таки сложная, очень легко, знаете, нарушить границы своего партнера нечаянно, да, то есть в запале в таком. И тогда уже вот может быть как бы такая большая ссора, скандал. Карта говорит о том, что вот больше всего проблем из-за того, что мы не можем договориться об ответственности, об обязанностях, или нам вообще просто трудно общаться, трудно разговаривать, мы как будто бы не понимаем друг друга, мы смотрим в разные стороны. Может быть, по поводу денег тоже есть вопросы, да, то есть кто сколько зарабатывает и так далее. Также еще может быть, знаете, ссоры, споры по поводу, ну, может быть, покупок, да, допустим, один из партнеров потратил деньги там на что-то красивое, там на одежду, на косметику или еще что-то такое, либо, может быть, денег мало, а один из партнеров купил какой-то дорогой подарок, и вот здесь вот могут быть сложности как раз вот по этому поводу, ссоры и так далее. Все-таки вот карта рекомендует быть мягче, больше думать о партнере. И самым важным для себя поставить именно
гармонию в отношениях. То есть не стараться все-таки доказать свое, даже если мы правы. Для тех, кто в поиске партнера, карта Лилия выпадает, можно встретить человека, который гораздо старше вас по возрасту, человек, у которого есть там власть, деньги, который сам всего добился, да, а вы, допустим, человек, который еще пока что в начале пути, вы ищете себя. Но, в принципе, здесь возможно такое сочетание неплохое, да, но вы уже сами со временем увидите, подходит вам этот человек или нет. А для тех, кто в паре, карта говорит о том, что сложно, скорее всего, оставаться один на один. Может быть, все-таки нужно больше общаться уже с другими людьми. Может быть, здесь ситуация, когда мы слишком переборщили с общением личным, да? Это с одной стороны. С другой стороны, карта говорит о том, что, может быть, нам лучше эту неделю вообще посвятить деятельности, да, работе, налаживанию каких-то новых контактов, поиску выхода из сложившейся ситуации в работе. И тогда мы намного лучше проведем эту неделю. Нет тогда повода у нас для ссор, то есть мы можем как-то вот от ссор вообще уйти. А также карта говорит о том, что, может быть, кто-то из окружения будет вмешиваться в ваши дела и способствовать каким-то там ссорам. Тоже никого не надо допускать и не слушать ничьих слов о своем партнере, особенно негативных. Скорее всего, тут обман. Теперь для тех, кто в ссоре, кто хочет помириться, карта говорит о том, что, скорее всего, то, как вы привыкли ситуации решать, то, как вы привыкли действовать, оно уже не подходит. Нужно как-то по-новому подходить к этой ситуации. Может быть, вы обвиняли партнера, да, нужно подумать, а в чем я сам не прав. Если, допустим, были какие-то обиды, нужно посмотреть, вот, может быть, и не стоит даже обижаться, может быть, какая-то наша в этом ответственность есть. То есть, как-то перемениться нужно, какой-то подход другой найти, да, и тогда вот есть возможность к перемирию. Работа. В работе выпадает карта Маг. Это значит, что у нас есть возможность что-то поменять. То есть это может быть новая работа, это новый проект. Это может быть, кстати, предпринимательство. Это какие-то коммерческие виды деятельности. Что-то вот мы либо обновляем в том, что уже есть, либо начинаем заново. Да? Карта говорит о том, что все, что связано с коммуникациями, со средствами связи, в общем, все, что связано с общением, обучением, вот выходит на первый план. Для тех, кто в поиске работы, карта звезды говорит о том, что есть возможность несколько вариантов найти. И, в принципе, вам будет трудно выбрать, что именно подходит. Но в любом случае, смотрите, здесь ориентируйтесь на то, что вас развивает, что вам помогает выйти на новый уровень, даже если нужно этому учиться, даже если нужно какое-то время еще потратить, чтобы стать специалистом в этой сфере, все-таки выбирайте то, что выше, да, то, что вас развивает. Это намного лучше для вас будет. В любом случае, тут исполнение желаний есть на этой неделе. Для тех, кто работает, будет момент непонимания, разочарования, может быть, да, когда вы не знаете, как действовать. Может быть, кстати, вот эта карта очень часто связана с интеллектом. Может быть, нужно как раз учиться, нужно развиваться, какие-то новые навыки получать, либо даже в профессии что-то менять, может даже менять профессию, новой профессии обучаться, да, то есть здесь такие вот перемены есть. Также карта говорит о том, что может на этой неделе быть ситуация непостоянства такого, непонимания, как действовать, либо все может очень быстро меняться, быть неопределенным. Но пока что все неопределенное, вы не решаете ничего, чтобы не наделать ошибок. Дождитесь, когда ситуация прояснится, либо прикладывайте все усилия для того, чтобы ее прояснить сами. Потому что у вас есть возможность тут, в ваших руках эту ситуацию прояснить. Для тех, у кого свое дело.
Кстати, вот по этой карте очень часто обманы происходят, будьте осторожны. Вот этот человек, маг, он может быть, ну, не... Это может быть клиент, допустим, да, который что-то пообещал и не выполнил, допустим, или вы услугу оказали, вам не заплатили, или еще что-то такое, да, то есть нужно быть осторожными в этом плане. Для тех, у кого свое дело, также карта книга выпадает, и сочетание с магом. Карта говорит о том, что нужно учиться, не хватает опыта, не хватает знаний, не хватает, возможно, умения, ну, в коммуникативных, общаться нужно учиться, знакомиться с новыми людьми, получать опыт какой-то профессиональный, навыки углублять. Может быть, нужно писать там письма кому-то из клиентов старых, да, может быть, как-то напомнить о себе. Может быть, стоит воспользоваться какой-то новой информацией, какими-то открытиями, может быть, вот в вашей профессиональной сфере и как-то это внедрить у себя. В общем, какие-то должны быть изменения вот именно вот такого характера. Для денег выпала десятка жезлов. Карта говорит о том, что, может быть, будут доходы, да, работы будет много. Может быть, в общей сложности все-таки сумма получится неплохая, но заработать будет довольно-таки сложно. Может быть, доделывать придется какие-то давно начатые проекты. Для тех, у кого зарплата, карта говорит о том, что что-то меняется. Может быть, вы привыкли зарабатывать вот определенное количество, да, сумму, а сейчас все меняется. Возможно, или новая работа здесь, или новые условия какие-то. В общем, что-то здесь обновляется, и, скорее всего, от вас требуется больше умений, навыков, больший опыт для того, чтобы лучше зарабатывать. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что будет очень много средств уходить на то, чтобы начать дело какое-то новое, проект, на какие-то организационные вопросы будут деньги уходить. Также могут быть какие-то потери такие мелкие. Может быть, там, допустим, какие-то клиенты будут отказываться от сделки или еще что-то такое. То есть потери тут тоже могут быть. Но также, может быть, знаете, как-то себя поведете, как это правильно сказать, в общем, как-то грубо, может быть, ответить или еще что-то такое, да, что отвернете клиента от себя, и вот из-за этого потерять можно деньги. Но в любом случае, смотрите, тут как бы деньги есть, но их сложно заработать, и они как-то по мелочам приходят. Либо траты на то, чтобы организовать процесс. Кстати, тут выплата зарплаты тоже может быть. Так, теперь совет. Клевер. Карта говорит о том, что нужно на новое ориентироваться. Новые возможности приходят. Нужно намечать какие-то новые планы. И также карта рекомендует все-таки иметь поддержку. Вот мы здесь привыкли опираться на себя, как-то вот больше акцент на себя делаем, да? А вот нам предлагает карта все-таки найти человека, который может быть выше нас по статусу, большим опытом обладает, у которого мы можем поучиться, который может нам быть такой стеной, защитой, опорой, да? Для того, чтобы вот эти все ситуации успешно решались. Также карта говорит о том, что если у нас есть какие-то вопросы юридического характера, надо обращаться в суд. Мы можем выиграть здесь какой-то процесс. Также карта говорит о том, что, может быть, нужно учиться иностранным языкам, может быть, нужно учиться проводить там семинары, вебинары, коучинг какой-то, может быть, свою школу какую-то организовывать, в общем, рекламу какую-то давать. Вот нужно как-то расширять свою деятельность, выходить на новый уровень, и неплохо было бы найти хорошего учителя вот в этой сфере. Друзья, желаю прекрасного всем дня, настроения, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!